Уважаемые друзья, сейчас будем вам показывать, как нужно выращивать форель вот в таких природных условиях. Вот тут идет речка, и они вот в таких речках растут. Это вот мальки, которым грамм 10-15. И это все вот так перекрывается. Здесь сигале, это мальки маленькие, они инкубационные. Мы икру берем из Дании, из Польши. Потом здесь выводим. Затем мы их отпускаем вот в такие бассейны небольшие. Они сделаны вот из вот таких вот железных шандоров с вот такими шлюзами. Многие об этом не говорят, но я вам просто хочу рассказать, как оно есть. Вот смотрите, вот отсюда идет речка, вот отсюда течет вода. Она должна быть, вода, в первую очередь, прозрачной, проточной, обогащенной кислородом. Вот такая вот должна быть сетка перед шандором, чтобы мальки не выходили, не выплывали, потому что малейшая дырочка, и они отсюда выплывают. Их ложат очень большими количествами, начиная кто 1000, кто 100 тысяч, кто 50 тысяч, кто 60 тысяч. Вот смотрите. Ну, они прекрасно здесь растут. Вода грунтовая. Есть ключевая вода, которая выходит из-под земли. И вот таким образом они вон оттуда идут до конца. Остальное я вам сейчас дальше покажу. Смотрите, пожалуйста, как все сделано по-простому. Вот шины берете, делаете из них лестницы и потихонечку спускаетесь по ней вниз. Здесь удобно чистить их. Вот с этой стороны те мальки, которых мы недавно с вами видели. А вот с этой стороны они уже чуть побольше. Сигалетки называется это. Грамм 30-40. Вот такое вот количество сигалеток форели. Они должны стоять где-то в тени, где-то на солнце. Потому что если все время на солнце, они будут угнетаться. Вот в таком контейнере люди живут. Половина является, значит, жильем, половина, где хранится корм для форели. Вот. Вот такая проточная вода должна быть. И в ней должны жить вот такие вот форели. Температура воды должно быть летом от 14 до 16. Это идеальный вариант. А зимой здесь вода меньше 10 градусов не бывает. Имеется в виду плюс. Здесь вот такие вот мальки. Вот они вверх идут. Туда в лес. Вот такие сигалетки, которых я вам показывал. Вот еще здесь есть такие. Курочка со своими цыплятами. Тут опять же лестница. А тут уже чуть побольше. Эти граммов 150-200. Вы обратите внимание, пожалуйста, вот на это вот кислород. Это основное то, что нужно для форели. После чистой воды. Почему? Потому что когда кислорода много, у форели, значит, открывается аппетит, появляется аппетит, и чем больше, значит, кислорода, тем лучше у них появляется аппетит, и они очень хорошо кушают. Очень хорошо кушают. Соответственно, если хорошо кушают, то хорошо растут. Поэтому у кого какие есть вопросы, можете задавать их в комментарии. Мы на них будем всегда отвечать. Вот, пожалуйста, обратите внимание, очень большое внимание вот именно на вот кислород. Шандоры должны выстроиться таким образом,
чтобы она была лесенькой, понимаете, да? Чтобы лесенько, чтобы был кислород. Без кислорода никак. Просто они без кислорода задохнутся. Вот так вот такие замечательные форели растут. Они вот идут сначала маленькие, потом чуть большие, а потом еще чуть-чуть побольше. Мы сейчас дальше пройдем, я вам еще покажу, какие есть дальнейшие форели. Друзья, вот здесь уже форели подготовленные для продажи, скажем так, товарная форель должна быть здесь. Вот они все идут вот отсюда по очереди, как вот мы с вами прошлись, я вам показал. Вот, смотрите. Это вот еще сигалетки, те, которые 400, 300, 500 грамм. Вот такой кислород хороший. И вот, пожалуйста, товарная рыба. Смотрите. Смотрите, какая товарная рыба. Как она вот в этих чистых водах ведет себя, не болеет, растет очень хорошо, кушает тоже хорошо. Поэтому вот простые условия на природе, в лесу. Люди вот таким образом хозяйство создали, как говорится. И вот на этом и мы потихонечку выращиваем форель и потихонечку продаем. Здесь оптовая торговля. Вокруг есть такие базы, где выращивают форели. Люди приезжают, кто оптом, кто в розницу, покупает здесь такую вот рыбу. Ну, в основном она вся кушает европейский корм, соседнего Казахстана корм. Но лучше, конечно, естественно, считается европейский корм. Вот так вот, пожалуйста, ничего сложного нету, не нужно ничего бетонировать, не нужно столько денег тратить. Единственное, вот русло реки, все сделано так грамотно. Сетки стоят, чтобы они не выскакивали туда, не выпрыгивали. Обычно форель идет против течения. Вот. А здесь вот где-то грамм 800, от грамм 800 до килограмм 300. Вот, спасибо вам за внимание. Если есть какие вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментарии, будем отвечать. Спасибо за внимание. Уважаемые друзья, подписчики нашего канала, пожалуйста, нажимайте на кнопку подписаться, и мы с вами будем и в дальнейшем все время рассказывать про форель, как нужно выращивать их. Спасибо большое.